Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Кто вам по судьбе в этом году? Кто сделает перекресток в вашу жизнь и зачем? Загадайте, пожалуйста, на себя, так прям и спросите, кто мне по судьбе в этом году? Кто сделает перекресток в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть дадут нам знать то, что скрыто. Так, интересно, очень-очень интересно. Девочки, здесь вот в самом начале, да, вот прям в ножках идет возобновление отношений. Возобновление отношений с человеком, который где-то ходил, бродил, гулял, либо уходил к другой женщине. Значит, ждите, бывший мужчина вернется, причем вернется как-то вот неожиданно быстро. Тут буквально вот на днях, либо там в течение 2 месяцев будет возвращаться, от нее будет уже уходить именно к вам. Значит, нагулялся, настрадался, ну, придет вот такой, знаете, немножечко побитый, облезлый, потрепанный. Я вам даже больше скажу, вот как будто у вас история ваша, да, вот если мужчина уходил, то вы как будто бы местами поменяетесь. Теперь вы будете в роли разлучницы, а та другая будет там еще претензии вам предъявлять. Тут достаточно интересное кино получится. Значит, что я хочу вам сказать. Мужчинка будет проситься обратно, стоит ли вам пускать, ну, каждая, конечно, решит для себя, но я вижу, что большинство из вас пустит, потому что, ну, это ваш мужчина. Ну, а как его не пустить? У многих дети, у многих семьи, да, как его не пустить? Конечно же, пустите. Стоит ли вам обращать внимание на эту соперницу? Да, стоит. И здесь будет очень важно защитить себя, своего мужчину, свой дом, своих детей. Здесь, конечно же, не поскупитесь на то, чтобы дома делать чистки, на то, чтобы себе, может быть, какие-то амулеты, какие-то защитные, ну, каждый защищается как может. Я раньше давала тоже советы, не помню, на этом канале, может, на другом. То есть есть иконы, молитвы, та же святая вода. Защищайте себя, защищайте. И если нужно, если есть возможность, обратитесь к специалистам, например, да, для того, чтобы вас защитили, либо поставили на вас какую-то защиту. Потому что она будет делать, либо, ну, тут и магия может быть, и просто она будет очень сильно негативить. Это будет долетать. У вас теперь связь есть. Вот вы втроем вот под одной связи, и дети ваши тоже туда попадают. Как это происходит? Когда люди в интиме, да, они обмениваются энергетикой, там, когда, ну, я не хочу в эти подробности, это нельзя, да, на ютубе нельзя такое говорить. Значит, все мы взрослые, да, понимаем, как происходит интимная жизнь. В общем, вы понимаете, как это все происходит, обмен вот этими энергетиками. То есть получается, через вашего мужчину, да, она может достать и до вас, и до детей общих, потому что оно так вот именно как вот, знаете, грибы растут, да, вот такие споры идут, вот оно так распространяется. Поэтому, девчонки, будьте аккуратны и, конечно же, господи, у меня 3 дрозда на окне, представляете? Прям прилетели, и я вижу, что 2 в одну сторону пошли, а третий улетел. Вот вам и знаки. Интересно. Значит, смотрите, все у вас будет хорошо. Она там, может быть, пободается и отстанет от вас. Все у вас будет хорошо. Мужчина вернется, вы воссоединитесь и будете жить, как ни в чем не бывало. Здесь я вижу, что вы сможете полностью обнулиться. То есть общая борьба вас вот прям, да, единым целым сделает. Следующий момент.
И да, вам по судьбе вам с этим мужчиной заново сойтись, потому что, ну, вы друг другу роднулечки идете. В следующем моменте я вижу совершенно молодого мужчину. Совершенно молодого. То есть здесь прям паренек молоденький, неопытный, без отношений, без опыта в отношении. А женщина мне идет зрелая, уже такая, знаете, опытная, да. То есть, может быть, и в браке была, может быть, даже не в одном была. Детки, возможно, даже есть взрослые. Вот. Так что вам идет вот такое испытание любви. А мальчик идет, ну, классный мальчик. Он и добрый, и хороший, и очень милый, ласковый очень мальчик. То есть здесь мальчик абсолютно влюблен. Любовь — это настоящая, любовь — это неподдельная. Это то, что бывает один раз и навсегда. А вот у женщины здесь будет очень много вопросов. Ну как, да, я уже женщина зрелая, да, а он там паренек совсем, там жизни не нюхал. Здесь будет и страх за то, что, ну, там через 5-10 лет разница будет налицо. И он, может быть, там на других молоденьких девчонок начнет смотреть. И еще будет как-то не камильфо в плане того, что люди скажут, да, у нас же такое, все привыкли пальцами тыкать, всем все надо, каждый там скучно живет, да, по сторонам смотрит. Здесь вот еще такие могут быть проблемы. Значит, девочки, мой совет, конечно же, пробовать и дать возможность этой любви быть. Если уж понимаете, что нет, я просто не выдержу, да, этого эмоционального давления, то тогда не обижайте этого мальчишку. Найдите такие слова, либо такой подход к нему найдите, да, чтобы, ну, не травмировать его, потому что вы женщина фатальная для него идете, вы женщина всей его жизни, даже не побоюсь слова, всей его судьбы. Здесь нужно, конечно, будет очень дипломатично проявиться. А вообще я рекомендую, и Песок вам рекомендует попробовать с этим человеком, да, с этим пареньком отношения. Вы никогда об этом не пожалеете. Да, я понимаю, и я это вижу, что у вас всегда будет вот пунктик по поводу разницы в возрасте. Здесь вот, что бы вы ни делали, вы от него не избавитесь. Но тем не менее, девочки, вот сколько есть примеров, когда женщина постарше, да, мужчина помладше, как они прекрасно живут. Прекрасно живут. Так что здесь, конечно, все от вас будет зависеть. Дальше. Здесь ситуация треугольника. Вот у кого-то вот прям будет треугольник в этом году, причем, скорее всего, на работе, по работе, может быть, с начальником, может быть, с коллегой. Здесь даже нет, это не треугольник, это даже похоже на четырехугольник. Отношения яркие, страстные, обжигающие, но они травмирующие и такие, знаете, вот... Тут, знаете, как хочется сказать, вот на что похоже? На вспышки, да, вот черное небо и вот вспышки звездочек, да, такие мгновенные, очень редкие и быстро как-то, да, счастье урывками, счастье по кусочку, вот такая идет ситуация. Знаете, но я вижу, что этих отношений не избежать. Вот что бы я вам сейчас не сказала, я вижу, что они будут. Вы, с одной стороны, будете в них счастливы, а с другой стороны, вы будете постоянно испытывать какое-то нездоровое чувство вины. Ну, любовь ли это, либо страсть, я тоже не могу сказать. Но и любовь, и страсть, они нужны в жизни каждого человека. И если с вами это произойдет, если с вами это случится, значит, вам нужно было именно в этом возрасте, именно в этот период все это на себе испытать. То есть, само собой, оно к вам не прилипло. Это идет по велению свыше. Может быть, это проверка на что-то, может быть, это... Даже, может быть, вас поддержат, может быть, ваша жизнь стала абсолютно какой-то скучной, пресной, болотистой, такой вот прям тиной, да, вот все там поросло, покрылось. И вы как будто бы потеряли, может быть, смысл в этой жизни, радость от этой жизни. А вот эти отношения, вот опасные отношения, когда по лезвию бритвы, они вас будут наполнять и вдохновлять, понимаете? Пережив вот эти эмоциональные потрясения, вы заново, да, научитесь и любить, и быть счастливой, и с улыбкой смотреть на эту жизнь. То есть это идет роман скоротечный, да, то есть он не будет длиться там год, 2, там, 10 лет. Нет, это ну, там, максимум месяц-два. Вот как-то быстро, ярко, вот прям так, чтобы потрясения глобальные произошли в вашей жизни. То есть
Вам от этого не уйти, это случится. Но это будет переломным моментом. Да, вижу, что вы потом будете раскаиваться, будете чувствовать себя, да, виноватой. Но, девчонки, ну это дано, это должно быть, и это с вами случится. Дальше, мои милые, здесь идет судьбоносный мужчина кому-то. Прям идет, настойчиво идет через горы, океаны, через, там, не знаю, лес, пургу, тайгу. Вот идет он к вам уже. Здесь дорожка уже ему протоптана. Значит, высшие силы посылают, духи рода выбрали этого человека, и он идет к вам. Человек идет такой деловой, мощный, человек суровый, вот внешне суровый, возрастом, как вы, либо чуть постарше вас. Может быть, кстати, даже и еще больше старше вас. Здесь, конечно, вот у кого-то отыграется, что сильно старше, а у кого-то отыграется, что вот где-то приблизительно ровесник. Смотрите. Мужчина добился очень многого в жизни. Мужчина с такой вот прям железной деловой хваткой. Его все считают прям таким железным человеком, да, каменным человеком, с каменным сердцем. Очень он такой прагматичный, очень такой внешний, холодный, закаленный, я бы даже сказала. Вы, может быть, первый раз увидите, испугаетесь, скажете: Господи, что это за железный человек, да, пришел ко мне, либо, ну, встретился мне, да, на пути, на дороге. А он на самом деле, это костюмчик его, да, защитный костюмчик. На самом деле он хороший, добрый, мягкий, отзывчивый человек. Но его истинную суть знают лишь только единицы, счастливые посвященные, да, назовем их так. Вам предстоит стать вот такой счастливой посвященной. То есть он перед вами раскроется. Он будет вас добиваться, измором будет вас брать. Вот как-то так идет. Я вижу, что вы будете так, знаете, ну, побаиваться его, что ли, да, как-то от него немножечко так подальше держаться, потому что, ну, внешне он прям такой, знаете, весь суровый мужичара. Будет немножечко вам боязно, но он вас будет добиваться, пока не добьется. То есть, если он такой, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Оно, конечно, хорошо, но в любви пугает. Значит, будете от него и бегать, и прятаться. А потом все-таки поменяете. Я не могу понять, по какой причине, но вы поменяете свою точку зрения. Здесь у меня, видите, какая семья прекрасная формируется. Вот он ребенок, вот она женщина, а вот он мужчина. Здесь, кстати, по вот этому мосту переезд еще идет. Переезд куда-то в другое место вам. Так что ждите, судьбоносный мужчина на пороге уже у вас. Будет прям добиваться, ходить за вами будет, ездить за вами будет, писать, подарки слать, там, цветы покупать. Будет действовать очень активно и очень напористо. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.